Добрый вечер. У нашего проекта есть много рубрик. Прежде всего, это рубрика «Состоявшиеся события», потому что, естественно, именно об этом стоит и говорить. Но бывает, что события и не состоявшиеся. Например, все ожидают назначения нового правительства республики, а его нет вот уже второй месяц. Наконец, событие, которое, скорее всего, не состоится, и так оно и вышло, например, по отношению к чемпионату мира по хоккею с мячом нынешнего года, о котором, как о, скорее всего, несостоявшемся событии мы говорили в понедельник вечером, а во вторник утром оказалось, что так оно и будет. Теперь у нас премьера рубрики «Событие, которое фактически не состоится». И речь идет о Масленице, о том празднике, который мы должны отметить завтра, в воскресенье. Администрация Сыктывкара оповестила в среду о том, что она пройдет это событие в несколько измененном формате. Формально Масленица будет, но реально это будет что-то совершенно другое по сравнению с тем, к чему мы обычно привыкли. Если не считать, конечно, отмены Масленицы как таковой в прошлом году в силу понятных коронавирусных ограничений. Например, не будет столба. А вообще, между прочим, уже и в Сыктывкаре подросли многократные чемпионы по добыче еще кассетных магнитофонов, а потом, соответственно, плееров, а потом телефонов, а потом смартфонов. Не будет сжигания чучела Масленицы, довольно яркого события, очень красочного, иллюстративного. Видимо, из мэрии окончательно изгнан дух язычества. Но, в конце концов, вместо духа язычества можно было вполне в это чучело вогнать дух злобы дня. Бери кого-нибудь из отрицательных героев сегодняшнего телевизора и сжигай. Наконец, главное, не будет ярмарки, что в нынешних экономических условиях вообще необъяснимо. Лучше бы, наоборот, дать людям подзакупиться на фоне начинающегося дефицита в магазинах, а предпринимателям хотя бы пополнить кассу, опять же, впрок. Времена-то наступают, сами понимаете, какие. Правда, милосердия ради, мэрия организует конкурс чучел в номинациях «Масленица-веселушка», «Эко-масленица», «Этно-масленица», «Фэшн-масленица» и, наконец, «Масленица-чемпион». Ощущение, что там, где принимаются решения, работают два вектора. Первый – явленный в Масленице Роспотребнадзор и Владимир Уйба по состоянию до 20 часов среды. В видеообращении, которое было записано днем, где-то в районе 3-4 часов дня, он заявил, что снимать какие-либо ограничения рано. У нас очень нестабильная ситуация, и когда мне каждый день поступают звонки, смски, вопросы о том, что нужно снимать ограничения, я все время отвечаю, что у нас пока нет стабильности. Мы не снижаемся, у нас тренды идут, то повышаемся, то чуть снижаемся. И, соответственно, столб спилен, чучело радуется спасению от аутодафе, фермеры разгружают свои машины обратно. Однако проходит часов 5, и вот уже второй Владимир Уйба после 20 часов. Культурным и зрелищным учреждениям работать можно. И, конечно же, празднование Масленицы вроде как подпадает под это определение. Мэрия лихорадочно ищет что-то еще. И находит фэшн-масленицу. Фэшн, как известно, это мода. Это ярко выраженная женская категория. Поэтому ничего удивительного, что на нынешней Масленице именно фэшн-масленица как конкурс будет присутствовать. С наступающим вас праздником, дорогие женщины!